Здравствуйте, это телеканал Якутия-24. Вы смотрите новости, в студии Влад Давыдов. Смотрите в выпуске. Сводка по COVID-19. Сколько человек заболели коронавирусом за последние сутки по республике. Сильные идеи для нового времени. Главы российских регионов принимают участие в работе форума в Москве, что представил там Айсен Николаев. Богатство местной продукции. В Якутске идет традиционная ярмарка ИДГ-2020. Смотрите подробный сюжет. Главы российских регионов приняли участие в работе форума под названием «Сильные идеи для нового времени» в Москве. По количеству инициатив Якутия заняла второе место на Дальнем Востоке. Глава республики Айсен Николаев представил ряд идей из нашего региона, среди них «Скиллометр». Это платформа профориентации на основе цифрового портфолио. Эта идея вошла в топ-300 лучших практик. Все 300 авторов идей получат возможность представить их на питч-сессиях. С ноября 2020 по февраль 2021 года будет организована серия презентаций с привлечением чиновников, представителей институтов развития, банков, компаний, а также профильных экспертов. Таким образом, авторы этих идей будут отмечены на самом высоком уровне в масштабе страны и смогут получить поддержку. Отрадно, что некоторые наши идеи попали в топ-1000, проект «Скиллометр» попал в топ-300. И, конечно же, самая главная задача этих идей – сделать жизнь людей лучше. И сегодня на пленарной сессии с видеоучастием президента страны были как раз представлены некоторые проекты в самых разных сферах, начиная от проекта национальной технологической инициативы, заканчивая проектами по развитию социального предпринимательства, которые, безусловно, очень важны. И, конечно же, мы в республике будем и эти проекты, и другие проекты, которые наши жители выдвигают, широко использовать. Еще раз говорю, потому что главная задача всех этих идей, их воплощение в жизнь, сделать жизнь наших людей в республике, в России лучше и краше. Мы действительно впервые вместе с Росконгрессом провели такой масштабный проект, платформу, которая позволила предложить всем гражданам нашей страны поучаствовать в повестке развития на следующие десятилетия. И мы, конечно, не ожидали, я говорю, такого огромного количества, 15 тысяч проектов и инициатив по разным направлениям социально-экономической жизни нашей страны. Мы работаем сегодня со всеми проектами. У нас есть первая 1000. Есть топ-300, который сформирован вместе с экспертами, вместе с людьми, которые голосовали за эти проекты. Есть наша собственная, там сотня проектов, которые отобрало Агентство стратегических инициатив для уже работы как с лидерскими проектами. Мы, безусловно, все проекты, которые показывали президенту, уже берем на сопровождение внутри оси. За сутки по республике выявлено 219 новых случаев COVID-19, из них в Якутске 120 случаев, Алданский, Верхоянский и Вилюйский районы там по 7 случаев, в Мегино-Кангаласском районе 6, в Анабарском, Кобяйском районах по 5. Во многих других районах от 1 до 4 случаев заражения за сутки. За день лаборатории республики провели 7213 исследований на коронавирусную инфекцию. По всей стране принимаются различные меры по борьбе с коронавирусом. С опытом различных регионов ознакомился наш корреспондент из Москвы Максим Кардозу. Чукотка, Бурятия, Алтай, Новосибирская, Новгородская области – это топ регионов, где сегодня ситуация с коронавирусом обстоит тяжелее всего. Эксперты выделяют ряд общих проблем. Это нехватка медперсонала, средств, недостаточная работа по информированию населения. Но есть и другие факторы. В разных регионах очень разная ситуация по заболеваниям, скажем так, сахарным диабетом, по сердечно-сосудистым заболеваниям, что является одним из самых главных осложняющих факторов при ковиде. Отсюда, собственно говоря, и определенный рост смертности. Он никак не связан, так сказать, с количеством денег, которые выделяются.
Еще одна серьезная проблема, с которой сталкивается система здравоохранения многих регионов, это отсутствие общей координации. Случай был, да, в Омской области, когда, помните, скорые стояли у входа и не могли въехать. Собственно, много примеров того, как сейчас важно налаживать синхронизацию получения данных, откуда приезжают больные и как обеспечить им наиболее быстрый, собственно, вход и оказание в помощь. В Туле, например, создается такой виртуальный госпиталь, который собирает данные и обрабатывает в режиме онлайн. Эксперты отмечают, что с начала года уже выработался комплекс общих мер, которые применяются везде. Это удаленная работа, учеба, присутствие средств индивидуальной защиты, самоизоляция, ограничение культурно-массовых мероприятий. А проблему нехватки медперсонала решают с помощью привлечения студентов. 570 студентов нашего университета пошли на работу, и 1000 студентов колледжа пошли на работу в поликлинике, и 111 ординаторов нашего института переквалификации врачей, все они пошли и работают в нашей теперь системе здравоохранения. Студентов на Кузбассе задействовали и в работе горячей линии. По телефону волонтеры могут дать первичную консультацию, направить в поликлинику, курируют заболевших, которые лечатся на дому. Причем по телефону можно получить и некую моральную поддержку. Я бы хотел еще напомнить о важности психологической поддержки населения. Вот та пружина, которая прежде всего, жалость благодаря средствам массовой информации, паническая атака, она должна когда-то иметь выход. И мы знаем, что иммунитет и стресс, они взаимно сопряжены друг с другом, поэтому наряду с оказанием профессиональной медицинской помощи должна оказываться еще психологическая поддержка. Многие специалисты отмечают, что окончательную победу над коронавирусом можно одержать с началом массовой вакцинации. Сейчас в России тестируется сразу несколько препаратов, а пока нужно продолжать соблюдать все меры индивидуальной защиты. Максим Кардозу, Джур Березкин, Москва. Тем временем учреждения дополнительного образования возобновляют работу в Якутии с 14 ноября. Такой указ подписал глава республики Айсан Николаев. Таким образом, с соблюдением мер профилактики разрешена работа спортивных залов, легкоатлетических манежей, лыжных баз, ледовых дворцов и хоккейных кортов для тренировочных занятий по программам доп. Образования и спортивной подготовки. То же самое касается и центров тестирования Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» для сдачи нормативов. Мирнинская центральная районная больница получила еще 2 автомобиля скорой помощи. В этом году автопарк больницы пополнился 3 новыми машинами. Это реанимобиль класса С и 2 машины скорой класса Б. В этих моделях автомобиля значительно снижен шум и вибрация в салоне, а также установлены аппараты ИВЛ. На сегодня количество обращений выросло там в 2 раза. В сутки в среднем выполняют сейчас по 40 вызовов. Новые автомобили обслуживают не только жителей города Мирного, а также пациентов со всего района в целом. После получения новых машин предыдущие автомобили были переданы в поселки Светлый и Чернышевский. Так как поступили новые автомобили, у нас увеличилась мощность автопарка и, следовательно, снизилось время доезда до пациента. Около трети обращений в сутки – это подозрение на вирусную пневмонию и на подтвержденную коронавирусную инфекцию. Установлен аппарат искусственной вентиляции легких, а места в автомобиле достаточно для того, чтобы оказывать помощь сразу 2 людям. С целью оказания методической поддержки педагогам республики Институт развития образования и повышения квалификации запустил ряд проектов. Первый из них – это цикл семинаров по организации дистанционного обучения. На сегодняшний день провели порядка 50 семинаров с участием свыше 4000 учителей республики, организация событийного дистанционного образования, проектирование примерного календарного плана. Таковы в настоящее время наиболее востребованные темы семинаров среди педагогов. А для организации обратной связи для участников образовательного процесса запущена горячая линия. Помимо этого, руководители образовательных учреждений могут подключиться к проекту «Дистанционный учитель». Если, допустим, в вашей школе наблюдается нехватка учителей, то есть вы не можете найти замену учителям, которые заболели, находятся на больничном, то мы предоставляем сетевого учителя, который будет обучать учащихся в дистанционной форме.
Но специалисты горячей линии по методической поддержке и организации обучения в новых условиях продолжают консультирование по всем вопросам, связанным с учебным процессом, обеспечения безопасной образовательной среды. В Вилюйске построили новый парк отдыха. Проект «Парк Бюлюй» расположен в центральной части города, где раньше размещался спортивный стадион. Долгое время огромная территория была пустырем в самом центре. Благодаря национальному проекту парк Бюлюй в местности Уолбут станет местом притяжения жителей и гостей этого города. С этим проектом участвовали в конкурсе «Малые города. Исторические поселения». В первый же год мы попали в финал этого конкурса в 2019 году, что обязывает субъекту уже выделять деньги из программы. То есть это обязательные требования. К сожалению, в 2020 году мы еще раз подали. Думали, может быть, все-таки выиграем, потому что на самом деле мы сейчас планируем еще раз подавать. Нет никаких ограничений в этом конкурсе участвовать. Это дополнительное финансирование. То есть мы продолжаем еще планировать развитие этой территории, потому что вот сейчас мы выделили средства только на первый этап. То, что мы сегодня видим, это первый этап, и здесь в каждом городе мы стараемся что-то новенькое привнести. То есть, например, не просто детские площадки, спортивные площадки. Вот, например, вот этот навес, это впервые в республике мы привезли навес компании «Альбау». Это известная компания, которая производит именно интересные такие вот пространственные конструкции. И впервые в республике вот здесь опробировали в городе Вилюйске. Мы очень надеемся, что людям эта сцена понравится. В Якутске организована традиционная ярмарка выходного дня ИДГ-2020. Проводится она на территории Министерства сельского хозяйства в столице по адресу Курашова, 28. Все подробности в репортаже Ульяны Шагиной. Мясо, потроха, индигирка, строганина, юкола и даже мед. В Якутске вновь открылась ставшая уже традиционной ярмарка выходного дня. Погода сама благоволит тому, чтобы не спеша пройтись по рядам, присмотреться и закупиться зимними запасами. Предприниматели подготовились на славу. Мясо льется, как из рога изобилия. Мясо продаем, Чуровчинское, спрос огромный. Килограмм 200 уже продали. Мы в первый день сегодня здесь. Народ ходит, нормально. Спрос есть. Как продавец, как считаете, такие ярмарки вообще нужны? Да, конечно, нужны. Городское население нуждается в сельхозпродуктах. Для якутян ярмарка давно стала одной из самых ожидаемых. Ведь удобно, когда большой выбор замороженной продукции представлен в одном месте. Большое количество народу говорит само за себя. Население довольно. Отзывы самые положительные. Я только подошла, еще не посмотрела. Удобно, да, когда вот... Да. Представлены, я смотрю, все улусы. Мясо, рыба. Вы хотите немножко купить или на всю зиму, вот, допустим, полтуши? Немножко, килограмм 10. Все удобно. Спасибо. Цены как посмотрели? Нормальные цены. Мы уже не первый раз сюда приходили. Организаторы мероприятия СХПК «Якутские продукты», именно они при поддержке Министерства сельского хозяйства проводят эту ярмарку. По словам организаторов, за выходные реализуется примерно 4-5 тонн мяса и столько же рыбной продукции. В основном участники у нас являются КФХшники с улусов. Большая часть представляет заречные улусы. Хотя сейчас у нас дорога закрыта, допустим, у нас СХПК Амга, СХПК Чурапча, они... При том, что даже сейчас нет возможности прямого сообщения, через хивусы доставляют мясо. В этом году ярмарку продовольствия, которая проходила ежегодно, отменили, поэтому мы сейчас проводим в формате мини-ярмарок, ярмарка выходного дня. Продовольствие было у нас на Комсомольской площади, также мы провели ярмарку «Рыба Якутии» тоже на Комсомольской площади. Все участники были очень довольны, так как смогли реализовать всю поставленную рыбу, и также мясо и молочную продукцию. По мерам безопасности, как мы видим, столпотворения у ларьков все же наблюдаются. Люди и продавцы все в масках. Организаторы напоминают людям о соблюдении дистанции. По санитарным нормам у нас палатки расставлены на расстоянии 1,5 метра друг от друга. У входах у нас присутствуют люди специальные, которые предупреждают всех, чтобы носили маски, также обеззараживают руки. И везде уведомления. Еще у всех продавцов имеются маски, перчатки, то есть стараемся поддерживать санитарные нормы. Ярмарка будет проведена и на следующей неделе, уверили нас организаторы. А после открытия зимника побаловать себя свежей продукцией сможет и население Заречной и Вилюйской группы улусов. Ульяна Шагина, Джулус Накентьев, Якутск. Таковы новости к этому часу. Будьте всегда в курсе с телеканалом «Якутия-24». Удачного вам вечера. Берегите свое здоровье, носите маски.